Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Наиболее общественно опасными преступлениями являются убийства, в связи с чем их профилактике правоохранительными органами уделяется повышенное внимание. О причинах убийств и вопросах их профилактики мы поговорим со старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов Следственного комитета, советником юстиции Надеждой Пенегиной. Надежда Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Если говорить о статистике, сколько убийств совершается у нас в республике ежегодно и каковы тенденции этой статистики? По официальным данным, в нашей республике за 8 месяцев текущего года совершено 76 убийств и покушений на убийство. Для сравнения, в прошлом году за тот же период совершено 90 преступлений. Это позволяет сделать вывод о некотором снижении данного количества. Вместе с тем, жизнь каждого человека бесценна, поэтому данная проблема остается актуальной всегда. А как показывает практика, кем обычно совершаются такие преступления? Из анализа криминологической характеристики убийств можно сделать вывод о том, что убийства преимущественно совершаются мужчинами, местными жителями в отношении своих знакомых после совместного употребления с ними алкогольных напитков. Все чаще убийства совершаются лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности за совершение преступлений, в том числе отбывавшим наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях. Как правило, освободившиеся из мест лишения свободы лица испытывают трудности с жильем, теряют социальные связи и сталкиваются с иными проблемами, связанными с проблемой трудоустройства. Это также не может не отразиться на их поведении. Жертвами же убийств чаще становятся также мужчины. Однако, несмотря на это, женская и детская насильственная смертность по-прежнему вызывает озабоченность, поскольку эта категория граждан обычно погибает от рук членов семьи, близких и тех лиц, с которыми совместно проживает. Вы упомянули, что очень часто причиной убийства является совместное распитие спиртных напитков. Если говорить о причинах, что еще толкает человека на совершение этого преступления? Основными глубинными причинами большинства совершаемых убийств являются алкоголизация населения, безработица, социальное неравенство, а также кризис институтов семьи и образования. Социально-экономическая неустроенность, вызванная в связи с этим психологический дискомфорт, нередко толкает человека на совершение этого особо тяжкого преступления. Убийство довольно часто выступает как своеобразный итог разрешения конфликтов. Значительная их часть совершается в бытовой сфере. Это конфликты родственников, соседей и совместно проживающих лиц. Часто они сопровождаются, как уже ранее отмечено, распитием спиртных напитков. Например, в январе текущего года в городе Якутске после произошедшего конфликта, вызванного отсутствием денежных средств, ранее неоднократно судимый гражданин задушил свою сожительницу. В целях скрыть совершенное им преступление он совершил поджог квартиры. Нередки случаи, когда женщины, регулярно испытывающие побои со стороны мужей, не обращаются в правоохранительные органы за помощью или, подав заявление, забирают их обратно. В результате либо они становятся жертвами, либо сами убивают своих обидчиков. Подавляющее большинство убийств совершается, как отмечено, в состоянии алкогольного опьянения. Ведь алкогольное опьянение меняет характер духовных и материальных потребностей человека, формирует у него неизменные мотивы. Как известно, опьянение снимает внутренние запреты, самоконтроль, и в таких условиях алкоголь становится чаще всего катализатором. Не получив разрешения своих проблем, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения лица выплескивают накопившееся раздражение и агрессию на тех, кто находится рядом с ним, и в результате совершают особо тяжкие преступления. При этом орудиями, используемыми при совершении преступления, чаще становятся бытовые предметы, находящиеся под рукой. Это кухонные ножи, вилки, сковородки, бутылки и другие предметы. А какие меры профилактики принимаются соответствующими органами и службами для предотвращения таких преступлений? Основными органами профилактики данной категории преступлений являются органы внутренних дел. Они несут основную нагрузку по предупреждению совершения убийств, поскольку результаты их работы в целом влияют на состояние преступности. Можно выделить следующие основные виды их направления деятельности, связанные с этим вопросом. Это обеспечение общественного порядка, обеспечение административных правонарушений, своевременное расследование, раскрытие так называемых преступлений двойной провинции, контроль за оборотом оружия, контроль за лицами, отбывавшими наказание в местах лишения свободы,
а также противодействие таким негативным социальным явлениям, как бытовое пьянство, наркозависимость, проституция, бродяжничество и так далее. Также имеются другие направления деятельности органов внутренних дел, включая работа по правовому просвещению населения. Но процессы, связанные с достижением положительных результатов профилактики убийств, не могут быть быстрыми и требуют применения системного комплексного подхода. Следует также отметить, что правоохранительными органами республики раскрывается подавляющее большинство убийств. Так, за 8 месяцев текущего года раскрыто 96% преступлений данного вида. Можно ли говорить о том, что профилактические меры способны снизить показатели таких тяжких преступлений у нас в республике? Да, само собой, профилактические меры напрямую влияют на количество преступлений данного вида. Следует отметить, что жертвой преступления может стать любой человек, независимо от возраста, пола, рода деятельности, поскольку поведение другого человека трудно предугадать и контролировать, следовательно, необходимо обращать внимание на свое собственное поведение для обеспечения безопасности. Так как почти все убийства совершаются на территории нашей республики в алкогольном опьянении, после совместного распития спиртных напитков с потерпевшим, первое, на что следует обратить внимание, является отказ от потребления алкоголя или ограничение его потребления. Это касается поведения как жертвы, так и преступника. Например, в Верхневилюйском районе потерпевший в течение длительного времени распивал спиртные напитки у себя дома, и в ночь происшествия к нему присоединился обвиняемый. Возникший в алкогольном опьянении конфликт в итоге вылился в совершение преступления. Употребление алкоголя зачастую является следствием общей неудовлетворенности жизнью из-за финансовых проблем, безработицы. Здесь важно понять, что причина такого кроется в бездействии. Нельзя, например, опускать руки в поисках работы, не надо стесняться обращаться в органы занятости. Так как значительная часть рассматриваемого вида преступлений совершается в вечернее и ночное время, стоит ограничить свое пребывание в общественных местах на улице в этот период времени, и особенно если человек в этот период находится один. Соблюдение общепринятых правил поведения в общественных местах оградит от негативного внимания окружающих и проявлений со стороны агрессии. Что же касается бытовых преступлений, следует отметить возможность обращения к психологам для устранения внутрисемейных конфликтов и устранения внутрисемейного психологического насилия. В случае же применения к вам домашнего физического насилия следует сразу обратиться в полицию для своевременного привлечения виновного лица к установленной законом ответственности и применения к нему мер профилактики. Особенно это относится к насилию, применяемому к женщинам и к детям в течение продолжительного периода времени. В этом случае пойти в полицию – это уже акт смелости со стороны жертвы. Также можно обратиться по телефону доверия Следственного управления Следственного комитета, а также Министерства внутренних дел по республике. Они указаны на их официальных сайтах. В любом случае не стоит применять ответное насилие, ответную физическую силу, ведь по стечению обстоятельств жертвы можно превратиться в преступника. На ваш взгляд, может ли наше общество повлиять на эту проблему тяжких преступлений у нас в регионе? Да, конечно. Следует сообщать в полицию об известных фактах насилия, пьянства в общественном месте с нарушением общественного порядка, реализация алкоголя вне установленного времени, продажа алкоголя несовершеннолетним, хранение незарегистрированного оружия и других фактов, пресечение которых может оказать влияние и предотвратить совершение преступления. Вовремя проявленная бдительность может спасти кому-то жизнь. Вместе с тем не стоит пытаться самостоятельно пресечь правонарушения. В целях безопасности и разрешения ситуации в установленном законном порядке необходимо обращаться в компетентные органы, в данном случае в полицию. Например, имеется случай, когда конфликт произошел между соседями в многоквартирном доме. Это произошло в городе Якутске весной этого года. Житель дома решил сделать замечание соседу за то, что тот собирает в себя шумную компанию. К слову, незадолго до этого сотрудники полиции разогнали выпивших гостей. И между двумя мужчинами возникла ссора, которая вызвала у жильца квартиры чувство злости и обиды. И в целях убить обидчика он схватил кухонный нож и нанес несколько ударов по его телу. Его остановили прибывшие в этот момент сотрудники полиции, которые отобрали нож из его рук и тем самым пресекли противоправные действия гражданина. Оказалось, к патрулировавшим район сотрудникам полиции подошел прохожий и сообщил о том, что из квартиры слышны звуки драки. И в дальнейшем в ходе расследования выяснилось, что преступление было совершено ранее судимым за убийство гражданина. В этой связи призываю вас при необходимости активно содействовать правоохранительным органам в установлении обстоятельств совершения преступления, изобличении лиц, их совершивших,
и не быть равнодушными к происходящему вокруг. Берегите себя и своих близких. Надежда Алексеевна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью». На причинах тяжких преступлений и вопросах их профилактики мы говорили со старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов Следственного комитета, советником юстиции Надеждой Пинегиной. До встречи в эфире.